В эфире программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу основные темы уходящего дня. В пострадавшем от паводка Аймяконском районе Якутии проверили готовность котельных. Первая в республике смарт-поликлиника в завершающем этапе обустройства. Когда откроется и чем она уникальна? В Якутии этим летом участились выходы медведей к людям. О причинах изменения в их поведении. У села Хаптагай Мегино-Кангалавского района выявили самые крупные по площади раскопки якутского поселения. Расскажем подробнее. В Новгородской области состоялось перезахоронение останков красноармейцев якутян. Подробнее о событии. В Среднеколымском районе Якутии официально стартовал отопительный сезон. Сегодня тепло поступило во все социальные учреждения и жилые дома. Среднеколымский филиал ЖКХ подтвердил полную готовность теплоисточников к работе. За лето отремонтировано 1,5 километра инженерных сетей. Напомним, что отопительный сезон уже начался в 6 арктических районах республики. В пострадавшем от паводка Аймяконском районе Якутии проверили готовность котельных. Рабочая группа Министерства ЖКХ и энергетики Якутии осмотрели котельные в селе Аймякон и поселке Берекюрда, а также теплотрассы. По итогам инспекции все объекты признаны находящимися в нормальном состоянии и готовыми к эксплуатации. Отмечается, что в районе продолжается адресная работа с жителями по восстановлению поврежденного жилья. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников собрал подрядчиков, строящих дома для переселенцев из аварийного жилья с отставанием от графика. На совещании с участием ответственных структур разобрали каждый отдельный случай и определили дальнейшие действия для скорейшей сдачи объектов. Дмитрий Садовников отметил необходимость усиления контроля со стороны профильных органов и налаживания взаимодействия с подрядными организациями. Свои двери распахнула первая в республике смарт-поликлиника. Правда, пока только для журналистов. Строительство объекта вышло на финишную прямую, а ведется оно в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Тему продолжит Сарглана Неустроева. Уже в конце сентября новая смарт-поликлиника городской больницы номер 2 будет запущена в работу. Объект станет одним из самых крупных в системе здравоохранения Якутии и пополнит топ ведущих клиник Дальнего Востока. Особенность новой больницы в том, что все процессы ее работы, вплоть до видеонаблюдения и климат-контроля, объединены в единую автоматическую сеть. И кроме того, вот этот проект интересен тем, что мы не просто строим этот объект, но мы после окончания, когда мы его сдаем, мы еще эксплуатируем в течение 6 лет. То есть ведем техническое обслуживание всего здания и техническое обслуживание медицинского оборудования. Готовность объекта составляет 93%. Дело осталось за небольшими отделочными работами и установкой оборудования. Надо ли упоминать о том, что все аппараты отвечают наивысшим стандартам? Укомплектован и штат специалистов. Нехватки в персонале возникнуть не должно, отмечает главный врач больницы Сарглана Васильева. Штатная численность нашего учреждения составляет 400 штатных единиц. Да? Укомплектованность у нас высокая, 97%. Ну и сегодня уже мы отработали с Министерством здравоохранения, что нам будут дополнительно еще добавлены штатные единицы. Многие врачи у нас уже имеют категорию. Это высококвалифицированные врачи, врачи с опытом, в том числе и рентген-лаборанты. Как отмечают представители регионального Минздрава, с вводом поликлиники охват пациентов в городской больнице номер 2 увеличится с 43 до 45 тысяч человек. И еще одна радостная новость. В проект объекта включена и станция скорой помощи. При данной поликлинике будет базироваться станция скорой медицинской помощи, будут дежурить 2 бригады скорой помощи, которые будут обслуживать северную часть города. Это тоже, безусловно, повлияет на скорость и приезд скорой медицинской помощи до пациентов. А еще здесь, помимо диагностических отделений, разместятся дневной стационар, отделение восстановительного лечения и даже лаборатория. Рассчитана поликлиника будет на 600 посещений в смену. Сарглана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск.
За минувшие сутки в Якутии было обнаружено 5 лесных пожаров общей площадью 41,5 гектаров на территории Амгинского, Горного, Алекминского и Тампонского районов. Ликвидировано 7 очагов возгорания. На начало текущих суток в республике действует 23 лесных пожара с общей площадью почти 9,5 гектар. Из них локализовано 4 очага, на тушение привлечено 427 человек и 21 техника. В связи с тем, что мы входим в осенний сезон, и в лесу начинается сезон сбора ягод, грибов и также осенняя охота, призываю граждан быть предельно осторожным с огнем в лесу и на природных ландшафтах. В случае возникновения лесных пожаров незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу по телефону 44 74 76, либо на единый номер лесной охраны по телефону 8 800 194 00. В Якутии этим летом участился выход медведей к людям. Жители поселков и очевидцы все чаще видят их подходящими в опасной близости к населенным пунктам и промышленным объектам. Подробнее о причинах изменения в их поведении в сюжете Тимура Колмогорова. Вон юбилейный, а вот медведь. Ха! Социальные сети Якутии наводнили сообщения с прикрепленными фото и видеоматериалами с медведями. На них животные спокойно расхаживают по улицам поселков и вблизи мусорных баков, привлеченные запахом выброшенной еды. И такие случаи не единичны. Их заметили в Черепчинском, Хангаласском, Оймайконском, Булунском, Устьянском, Абыйском и многих других районах республики. Иннокентий Мордосов уже порядка 40 лет всесторонне изучает бурых медведей Якутии. Он знает все о повадке этого вида и о ареалах его обитания. Сам неоднократно охотился на них и написал несколько научных работ, выпускавшихся не только в России, но и за ее пределами. У нас ежегодно и вырубается, и выгорает огромные территории лесных насаждений. Этим уменьшается, во-первых, места обитания диких животных. Заходят в населенные пункты не только медведи, но и копытные. Когда пожары бывают, то животные, конечно, спасаясь, бегут к воде, к водным средам. Иннокентий Мордосов также связывает выход медведей к людям не только с сокращением ареала проживания, но и близкий контакт с человеком глубоко в таежных лесах. Контакты эти связаны с туристами. Контакты эти связаны с такими рабочими, как вахтовики. Они, не понимая поведения животных, в то же время поведения медведей, они для забавы вначале начинают подкармливать их. Но потом, когда туристы уезжают с места стоянки, у них там остаются различные остатки пищи. Все это приучается к тому, что медведи начинают, некоторые экземпляры приучаться добывать пищу около людей. Вместе с неоднократным появлением медведей участились их нападения на крупный домашний скот и людей. Так, в целях безопасности было добыто порядка 150 особей, которые представляли угрозу для человека. Основными причинами данного поведения специалисты Департамента охоты республики дополнительно связывают с ростом популяции из-за сокращения охоты на них. Тем не менее, их отстрел и добыча без специальной лицензии запрещены. Здесь выносим решение на регулирование численности бурых медведей. Здесь у нас действует отдельный порядок регулирования численности. Мы его выносим по обращениям населения и по обращениям органов местного самоуправления. Решение на регулирование выносится на срок до 30 календарных дней. Ну и в этот период медведь, который представляет угрозу жизни и здоровью людей, он должен, его должны добывать. Для получения лицензии на добычу медведя необходимо подать заявление в Департамент охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Документы рассматриваются в течение 5 дней. Полученная лицензия охотнику выдается на 30 дней. Тимур Колмогоров, Камила Михайлова, Станислав Потапов, Якутск.
Представители из более 70 стран и территорий на текущий момент подтвердили участие в ВЭФ-2025. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой доверие и уважение. Это отражено и в главной теме форума в этом году «Дальний Восток. Сотрудничество во имя мира и процветания». Форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила расчета выплат за переработку премий и пособий. Минимальная доплата за ночные смены теперь составит 20% от часовой тарифной ставки или оклада, перерасчитанного на час. Ранее работодатели могли устанавливать меньшие размеры доплат. Также меняется формула расчета среднего заработка для выходного пособия. Теперь будут учитываться и поощрительные выплаты. В поселениях Алданского района готовятся к переменам. 14 сентября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Политическую обстановку разведал Руслан Павлов. За внешним спокойствием электората перед непростым выбором растет напряжение в штабах кандидатов на пост градоначальника Алдана. Все местные отделения парламентских политических партий выдвинули кандидатов на главу райцентра. Однако, по мнению специалистов, противостояние развернется между двумя политическими силами, которые последние 10 лет ведут борьбу за доверие избирателей в поселениях района. 14 сентября на территории Алданского района состоятся в поселениях где-то выборы депутатов представительного органа, где-то выборы глав поселений. Алданская территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии готовы к работе. Все кандидаты зарегистрированы. Районная власть ждет от кандидатов честной предвыборной борьбы и уповает на трезвость электората. Ждем честных выборов, достойной борьбы, правильной борьбы между кандидатами, ну и как следствие итогов выборов этого года. На фоне геополитической ситуации перетягивание политического одеяла может смотреться неуместно. Время диктует новые правила, в которых соперникам необходимо договариваться, разделять управленческие полномочия и работать на благо народа. Впрочем, все зависит от местного электората, который непредсказуем в своих предпочтениях. С 3 сентября участковые избирательные комиссии приступают к своей работе и будет организовано досрочное голосование в помещении УИК для избирателей, которые в день голосования 14 сентября по уважительной причине не смогут прибыть на избирательный участок. За 20 дней до выборов кандидаты только начинают набирать обороты на агитационной ниве и идут в народ со своим видением муниципального управления. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Экзамены для иностранцев по русскому языку с 1 января 2026 года будут проводить только в компьютерной форме, передает Рособорнадзор. Отмечается, что Федеральный центр тестирования разработал программный комплекс «Экзам», который полностью автоматизирует процесс проведения экзаменов. Результаты участники узнают за 10 секунд, а сертификаты успешно сдавшим экзамен формируется и выдается в тот же день. С началом учебного года в общежитии СВФУ заселяются 5937 студентов. Среди них 1500 первокурсников и 500 иностранных студентов. Для всех жильцов подготовлены необходимые условия. Оборудованы комнаты, организованы места для учебы и отдыха, обеспечены меры безопасности и порядка. Администрация отмечает, что главная задача – создать комфортную и дружескую атмосферу. Без конкурса зачисляются студенты из числа льготных категорий, то есть студенты-сироты, студенты-участники СВО, дети участников СВО, инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства, а также участники и призеры Северо-Восточной олимпиады школьников, которые проводит наш университет. Продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты. Второй сезон». Эксперты-наставники Росмолодежи прилетели в Якутию, чтобы пообщаться с заинтересованной молодежью, направить их работу над проектами в правильное русло и рассказать о самых частых ошибках. Подробнее расскажет Лилия Бурцева.
Конкурс направлен на поддержку и развитие социально значимых инициатив молодых граждан Российской Федерации. Заявки принимаются по 19 номинациям, таким как экологическое просвещение, патриотизм, туризм, культура, спорт, образование и другим. Мы здесь как раз для того, чтобы поработать с молодежью и рассказать, как с нуля написать заявку, подготовить. Что такое вообще проект в целом, что такое социальное проектирование, как работают эти инструменты, как упаковать красивую заявку так, чтобы был и смысл, и по критериям все было тоже хорошо. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети». Принять участие могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В целом идея появилась совместно с моим научным руководителем, наставником Лыткиной Ольгой Алексеевной. С ней мы подумали насчет, как раз был поток абитуриентов, студентов, которые приходили на учебу, и вот мы подумали с ней о том, что мы можем сделать какие-то мероприятия, направленные на то, чтобы развить их какие-то творческие способности, скрытые способности, чтобы они еще смогли запомнить студенческую жизнь. Грантовая поддержка одного проекта составит до 1 миллиона. Срок реализации проекта с декабря 2025 по ноябрь 2026. За 5 лет в конкурсе победили более 12 тысяч человек. Прием заявок стартовал 1 августа, а продлится до 15 сентября. Каждый участник может подать не более одной заявки с одним проектом. В данном мероприятии я хотел бы получить для себя тот стимул, который я ищу. Давно наблюдал, знал об этом проекте. Но здесь я впервые. Я хочу свои мысли отразить в творчестве, какие-нибудь творческие проекты. Участие в грантах – это не просто финансовая поддержка, а комплексная возможность для роста и реализации самых смелых идей. А главное – участвовать может вся молодежь. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. Тысячи археологических предметов обнаружили у села Хаптагай, Якутии. Раскопки прошли на территории свыше 6500 квадратных метров. В ходе охранных археологических раскопок у села Хаптагай Мегино-Кангаласского района выявили самые крупные по площади раскопки якутского поселения. Найдены в том числе фрагменты керамики и костных останков животных и диких животных. Это самые крупные раскопки поселения за последние 30 лет на территории Якутии. Проведены они местными археологами. Обнаружены следы жилища XVIII века и остатки хозяйственных ям вокруг него. В Новгородской области состоялось торжественное перезахоронение останков красноармейцев, бойцов лыжных бригад, погибших на берегах озера Ильмень в боях 1943 года. С места событий материал Максима Кардозу. Великое озеро Ильмень, огромное, будто море. Посмотрите сами, берегов не видно. И для многих якутян, которые живут за тысячи километров отсюда, оно как родное. И неудивительно, ведь приезжая сюда, они почитают память своих предков и бывают в тех местах, где когда-то шли кровопролитные сражения. Здесь, у памятника воинам-якутянам, которые погибли в этих местах во время Великой Отечественной войны, в последние дни лета собрались сотни людей. Все они пришли на торжественную церемонию перезахоронения останков 39 бойцов Красной Армии. Останки которых найдены в прошлом и в этом году поисковыми отрядами, в том числе из республики Саха-Якутия. И с огромной долей вероятности можно говорить именно о том, что большинство этих останков – это как раз солдаты 19-й лыжной бригады, которая сражалась здесь 23 февраля 1943 года в ходе того трагического сражения, когда свыше 600 воинов-якутян погибли в один день. И наши ребята, молодые ребята, которые здесь сегодня работали, школьники из Сунтарского, Нюрбинского улусов, они, конечно же, делают очень большое дело. Уже несколько лет в район озера Ильмень приезжают наши земляки, чтобы заниматься поисковыми работами и поднимать останки бойцов прошлых сражений. Среди них и Марк Томский. Ему всего 10 лет, и он самый юный волонтер. Когда уже сын подрос, он сказал, что хочет поехать с дедушкой на поиски. И мы, как родители, конечно же, его поддержали и приехали вот первый раз в прошлом году.
Дедушка научил меня использовать металлоискатель, и я нашел снаряд от немецкой пушки. Дедушка сказал, что это очень ценная находка. На перезахоронение останков из Якутии специально приехали родные бойцов, которые погибли в сражениях на озере Ильмень. Для них это важный и волнительный момент. Мы еще вот привезли, племянница постаралась, привезла землю из того Аласа, где он рос и вырос. Эту землю мы ему передали. И еще вот то, что в этом мешке осталось, мы тоже на памятнике оставим. В конце торжественной церемонии Айсен Николаев подчеркнул, что наша республика и дальше будет поддерживать поисковое движение, а также укреплять дружбу между Якутией и Новгородской областью, чтобы память о героях жила вечно. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Новгородская область. Русский театр готовится к открытию 135-го театрального сезона. Что же ждать зрителям, узнал мой коллега Александр Хавренко. 2 месяца театральный зал пустовал. А сегодня в креслах не зрители, а актеры, звука- и светорежиссеры, администраторы и другие сотрудники. Русский театр готовится к своему 135-му сезону. А это значит, актеров ждут новые роли и образы, а зрители новые захватывающие постановки с привлечением иногородних режиссеров, в том числе и с мировым именем. Мы возьмемся за венецианских близнецов Гальдони. Самое интересное в этом, что постановку будет осуществлять носитель культуры и языка. Вот. У нас приедет Антонио Кафера, который это режиссер с, уже на самом деле с международным именем, который мало того уже имеет постановки и в Российской Федерации. Вот. Да, человек из Европы, но абсолютно правильных взглядов. Также в планах у театра постановка «Трех мушкетеров» Александра Дюма и сказки для детей «Варвара Краса. Длинная коса». Но первой премьерой 135-го сезона станет постановка «Александр Невский». Автор литературной основы Сергей Прачев. Режиссером выступит Андрей Габышев. Личность Александра Невского глобальная, и, соответственно, его воплощение должно быть более глобальным. Мы постараемся задействовать всю труппу русского театра. Возможно, даже привлечем актеров Саха-театра. Но при этом не хочется затягивать, делать очень долгий спектакль, нудный, да, исторический. Хочется это сделать более лаконично. Над этим мы сейчас и работаем по... сжать эту пьесу, чтобы она была более доступна. Также у театра большие планы по гастролям, как односторонним, так и обменным. А еще в начале сезона в Якутск приедет комиссия премии «Золотая маска», на соискание которой планирует выдвинуть постановку Евгений Онегин. Но самое главное, что уже 5 сентября театр распахнет двери для своих зрителей, начав 135-й сезон со спектакля «Старший сын». Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Ну и в конце выпуска немного о погоде. В Якутии август завершится дождями и температурой выше нормы. Дожди придут к концу недели в центральные районы и Якутск. Начали формироваться северные и западные фронты, так что со среды на западе Якутии пройдут кратковременные дожди и грозы. По прогнозам, осадки в центральных районах и Якутске будут в четверг и пятницу. Также произойдет снижение температуры воздуха на 3-5 градусов, но температура все равно останется выше нормы. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.